Сегодня 4 сентября 2020 года, и я наметил себе прогулку в ущелье Кентор и восхождение на пик Компартии Киргизии 488. Она также известна как вершина Караульды. Тем более в этом году, в сентябре, именно в сентябре, так сказать, получается 10 лет моего последнего восхождения на эту вершину. До этого разрыв был в 15 лет. Посмотрим, как у меня это получится. Тем более, вроде погодка ничего, но вчера шел активный дождь, в горах выпал снег, и вот, как вызовет определенные сложности. Доехав до лыжной базы завода имени Ленина ЗИЛ и оставив машину здесь, я через час уже от моего старта с города Бишкек я начал подъем к подножию пика Компартии Киргизии. Подъем я начал по старой, я бы даже сказал, древней задернованной марине вдоль канатной дороги завода имени Ленина. Охранник этой базы великодушно включил мне музыку для сопровождения, чтобы мне было легче и веселее идти. Что сказать, процесс поднятия идет. Внизу осталась канатка кресельная с ретро FM, которую мне любезно включил охранник лыжной базы ЗИЛ. И сама база осталась внизу. Поднялся на 340 метров пока. А это вот долина реки Норус, к которой я вышел. Сейчас буду подниматься вдоль ее правого берега. Речка Норус течет среди холмов Старой Марены. Вот открылись верховья ущелья Кентор. Слева башня в облаках. Это и есть пик Компартии Киргизии 4488. Там дальше он смотрится Сахарная головка. Все в таких облаках и в снегу. Пора в дорогу, старина, подъем пропет. Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, как на заре стучатся волны в парапет, и чуть звенит бакштаг, как первая струна. Дожди размоют отпечатки наших гет, загородит дорогу горная стена, но мы пройдем, и грянут волны в парапет. Иду среди древних задернованных моренных холмов. Здесь когда-то был ледник, который нес на себе морену, потом он отступил, и вот образовались, после него остались эти вот холмы, которые впоследствии задерновались. Здесь вот это вот конечная морена ледника Кентор, куда он смог, так сказать, достичь во время последнего леденения примерно 10-12 тысяч лет назад. Здесь немножко другая морена боковая, выходящая с вот этого бокового притока, перекрывает ущелье Кентор, и здесь, значит, образуется этакий карман. Вот отсюда, из-под морены, конечной морены ледника Кентор, берет свое начало река Норус. А здесь вот тот карман, про который я говорил, между двумя моренами. Скальные замки в ущелье Кентор. Вот следы какие-то
Правда старые. Похожи на волчьи. А вот это вот чудное животное на камне. Не знаю, как так получилось. Мне кажется, все-таки это игра природы. Но очень интересно. Вид такой какой-то. Вот сама вершина пика Компартии Киргизии. Она же Караульды. Мне завтра на нее. Но этот вот цирк, который обращен на северо-запад, все это понятно, но заход у меня будет с другой стороны, с юга. Это гребень северо-западный. Это вот то озеро, к которому я шел. Вот там в тумане вершина пика Компартии Киргизии, а вот это цирк. Южный или юго-западный цирк. Снег идет. После снега выглянуло солнце и сразу стало веселее. Вон он, моя палатка стоит, а я нахожусь вот в таком цирке. Наверное, юго-западный цирк. Завтра мне идти вон в том направлении, можно сказать, траверсом, и вот по тому саю, где ледник, мимо него налево. И вот туда, вот где вот этот жандарм стоит. Вот это пик Буревестник. Небольшие озера на леднике. Ледниковые. Или моренные, как их называют. Небольшое моренное озеро на леднике. Погода паршивая, снег идет. Вот там пик Спартак, ледник Кентор начинается. Завтра надеюсь на хорошую погоду, что дай бог даст. И если получится, придется карабкаться на пик Компартии Киргизии. Ну, если бог не даст, то придется спускаться, возвращаться вниз, не солоно хлебавши. Ну вот как-то так. Ждем завтрашнего дня. Мой город Бишкек, зеленых улиц прохлада, таинственный рай, и мне другого не надо. Улыбки друзей, как горный ручей, блестят на солнце в отражении лучей. Утро 5 сентября в горах. Прекрасно видно вершина пика Спартак, которая вчера все было затянуто. Ну, впрочем, вчера все было затянуто. Теперь вон туда, в тот кулуар. Оттуда уже выход на гребень. Вылез на гребень. Западный или юго-западный гребень пика Компартии. И вот отсюда такой вид. В частности, вид на Бишкек. Я, конечно, зря сюда вылез на гребень. Надо было обходить эти жандармы справа. А теперь придется по снегу тут корячиться. Ну ладно. Раз вылез, так вылез. А вон как раз где солнце, там и есть пик Компартии Киргизии. Вот так я пересекал снежный наддув за жандармом. Ну а теперь двигаюсь по гребню в сторону вершины. Это ледник Кентор. Там есть пару небольших озер. Стены Короны. Справа пик Семенова-Теньшанского.
Это пик Буревестник. Вот она, сама вершина. Этот скальный бастион или трапеция, которую прекрасно видно с города. Сейчас предстоит самая сложная часть восхождения и завершающая. Вот это мои следы, как я поднимался, траверсировал снежный склон и вот там по гребню шел. А вот такие карнизы здесь висят. Страшные. Что-то в этом году очень много снега здесь. Жесть просто. Это вот карнизы, которые я только что снимал. И я их обхожу поверху. На траверсе обходим вершину с востока. Послушай, парень, ты берешь ненужный груз. Ты слишком долго с ней прощался у дверей. Чужими делает людей слепая грусть, и повернуть обратно хочется скорей. Пойми, старик, ты безразличен ей давно. Вон туда еще лезть надо. А это так называемая дырка в компарте. Очень чудно. Что утренний прибой. А если трудно разом все перечеркнуть, давай поделим пополам твою печаль. И я когда-то в первый раз пускался в путь, и все прощался, и не мог сказать прощай. Ну что ж, пора, уже кончается рассвет, ведь ты же сам мечтал услышать, старина. Вершина! 3 часа 30 минут. 44,88. Пик Компартии Киргизии. Жесть. 44,88. Зашел за 3,5 часа. Погода, сами видите, какая. Но было тяжко. Сильно много снега, очень скользко и опасно. Сейчас даже не знаю, как буду спускаться. Ну, увидим. Встретимся внизу. Всего хорошего. Всем привет. Ура! Так, в общем, значит, панорама с вершины Компартии Киргизии на восток. Видны Чоны Бала Партак. На переднем плане вот темное, это хребет, разделяющий ущелье Быты и Сыкота. Ну а дальше, как обычно, горы, 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 горы. Без начала и конца. Вот он за Буревестником, который справа показался пик Лесговта. Вот он. Вон там вот верховье из Сыкоты и перевал из Сыкота, ведущая в Западный Каракол. Пик Буревестник, как я уже говорил. Вот это, по всей видимости, что-то из Аламединских стен. Может быть, пик Киргизстан. Вот они, Аламединские стены. Пик Спартак, я думаю. Теперь вот туда переместимся, в Аларчу. Итак, смотрим. И что мы видим? Что же мы видим? Тяжело понять. Тяжело, но вот это пик Западный Аламедин 4855. Вот это ледник Джиндысу с Аламедина ведущий. Вот это вот закрытой верхушки, это у нас стены, восточные стены Короны. И вот здесь вот он выглядывает, пик Семенова-Тиньшанский, высшая точка Киргизского хребта, 4895.
Ледник Кентор. Озерцо небольшое на леднике Кентор. Ну и дальше ведем, это сейчас запад, дальше ведем на север и видим Чуйскую долину. Так сказать, контрольный выстрел. Город Бишкек. Внизу Байтикская долина. Вот она. Горная Маевка, лыжная база ЗИЛ и так далее. А это вот у нас опять Чуйская долина. Пик Семенова-Теньшанского. Перевал Корона Северная. Восточные стены Короны. Ну, вот это вот мои следы, как я шел. Камнепады идут. Пошло дело. Вот оттуда я спустился. На заре стучатся волны в парапет, и чуть звенит бакштаг, как первая струна. Но мы пройдем, и грянут волны в парапет, и зазвенит бакштаг, как первая струна. Ну вот, вышел я на край ледника, и по ранклюфту или по ложбине между склоном, правым склоном горы и ледника сейчас и пойду. Ледник стал крутоватым, поэтому пришлось слезть, идти между самим ледником и склоном, а то можно уехать. Это вот конец ледника, и, собственно говоря, он получается висячий. Здесь образуются вот такие вот сосульки обалденные. Я набрался смелости и залез под этот ледник, чтобы сфотографировать вот эту всю красотищу. Вот такая вот махина льда нависает. Такое красотуля образуется.
Моя палаточка сиротливо стоящая у озера. Сейчас я к тебе приду, родная. Ну вот, вернулся я с восхождения. 1:45 на спуск, 3,5 на подъем. Гора хорошая. Были определенные трудности, связанные в основном с большим количеством снега. Ну а так, в общем-то, все удалось. Это уже 4-е восхождение мое на эту гору, не считая там разных попыток до того. Все отлично. Теперь домой. Обед, так сказать. Вот слегка пообедаем гречечкой с грибами. Сальца подрезал. Вообще стало замечательно. Ничего лучше не ел. Просто фантастика. Ну, сейчас начинаются сборы. Всего добра, так сказать. Ты стихами не шурши, не мелькая рядами строчек. Слишком много многоточий в глубине моей души. Слишком долго мой пегас простоял без дела в стойле. Брось тетрадку, лучше спой мне про Урал и про Кавказ, где слишком долго нет у нас, где ручейки по склонам бегут уступами сейчас к местам таким знакомым, где каждый третий перекат лохматил нашу двушку, где много-много лет назад я жил на всю катушку. Не читай мне наизусть стих гражданского накала. На меня с утра напала ностальгическая грусть. И метнулась жизнь моя к туристическим истокам. Только вспомнил ненароком заповедные края, где иногда бродил и я без компаса и карты, куда от смога и жилья несли меня плацкарты, где каждый третий перекат лохматил нашу двушку, где много-много лет назад я жил на всю катушку. Начало реки Норус. Вот она вытекает из-под конечной марены ледника Кентор. Элики. Ой. Козлики. Не зря их кучу следов видел. Ходил я тут, ходил и нашел верблюда. Ну, вообще здорово. Никогда бы не подумал, сколько я здесь был раз и ни разу петроглифов не видел. А вот, пожалуйста, тебе, на. Еще нашел петроглифы на обратном пути. Здесь вроде какие-то козлики. По пути на обратном пути собираю грибочки вот такого вот плана.
Что сказать? Вот я спустился на лыжную базу ЗИЛ за 3 часа 10 минут сверху. И прошел сегодня 24 километра. Ноги гудят. 900 километров вверх, 900 вниз и еще 1900 вниз. Итого 2800 вниз. Как-то хватает уже. На этом закругляюсь.